этом году наша страна отмечает 100-летний юбилей Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Штаб татар Москвы уже 1,5 года готовится к этому событию и провел более 100 юбилейных мероприятий. В судьбе Республики Татарстан приняли участие самые разные люди. Сменилось за 70 лет 23 руководителя республики, и судьба 11 из них так или иначе связана с Москвой. Мы хотим вспомнить не только известных руководителей Татарстана, мы хотим вспомнить как можно больше людей, которые приняли участие в судьбе татарского народа и Республики Татарстан. Новая акция штаба татар как раз посвящена тому, чтобы хотя бы кратко рассказать об очень интересных и важных людях, которые либо были русскими, либо были татарами, неважно, но так или иначе они принимали участие в судьбе нашего народа. Мы уже снимали на Новодевичьем кладбище Москвы, сегодня мы на Ваганьковском кладбище. Это огромная территория, и я уверена, что здесь очень много известных татар похоронено, но сегодня мы успеем рассказать только о 3 из них. Мы сейчас находимся возле могилы известного татарского поэта Ерикеева Ахмеда Фазыловича. Он родился в 1902 году, а уже в 19 лет печатался как настоящий поэт. Он писал на русском и татарском языках. Темой его поэзии была радость советской жизни, советская молодежь, мирный труд, какие-то трудовые успехи, в целом жизнь при советском строе. Ахмед Фазылович жил в Москве, стал известен как поэт-песенник. Он написал стихи к таким песням, как «Гармонь», «Песня о дружбе», «Комсомолка Гульсара», «Партизанка», «Шинель», «Песня о Ленине» и многие другие. Также переводил поэзию русских поэтов на татарский язык. Ахмед Фазылович писал в том числе и для детей. Он написал такие сборники, как «Сказки для малышей», «Стихи для маленьких», «Весенний гром», «Урожай» и другие. В 1945-1950 годах он был председателем Союза писателей Татарской автономной Советской Социалистической Республики. И также был депутатом Верховного Совета СССР 2 и 3 созывов. И, конечно, он имеет многочисленные государственные награды. Сын Ахмеда Ерикея пишет, что его отец, работая в Башкирии в комсомольских органах, познакомился с Мусой Джалилем. По более распространенной версии считается, что все-таки 2 молодых поэта встретились уже в Москве, когда приехали сюда учиться в 1927 году. Тем не менее, как бы то ни было, но дружба 2 замечательных татарских поэтов продлилась всю жизнь и на комсомольской работе, и на литературном поприще. Дружбе этой пришлось пройти тяжкое испытание уже в послевоенные годы, когда Ахмед Ерикей был связан с историей возвращения имени своего погибшего ближайшего товарища. И, конечно, эта история еще ждет своего непредвзятого исследователя, чтобы понять, что там все-таки произошло. Конечно, очевидно, что история ссоры Ахмеда Фазыловича с Аминой Джалиль в коридорах Союза писателей тяжким грузом легла на душу поэта. И, в общем-то, подорвала его репутацию, повлияла на его репутацию и сократила его земной путь. Тем не менее, Ахмед Фазылович Ерикеев – это великий татарский поэт, которого мы помним и чтим. Сергей Вильевич – поэт, переводчик, сын литературоведа Виля Халимовича Ганиева. Родился в 1965 году, окончил литературный институт имени Горького и получил специализацию поэт-переводчик восточной поэзии. Сергей Вильевич работал в издательстве «Художественная литература», опубликовал переводы и собственные стихи. Также преподавал в колледже литературу, а в конце жизни был переводчиком английского языка в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Участвовал в переговорах генерального прокурора, на конференциях, семинарах, например, во встрече министров юстиции стран Большой Восьмерки. При жизни Сергея Вильевича вышло 2 книги: «Край мечты» в 1993 году и «Орел и решка» в 1995 году. 3-ю книгу «Время и стекло» в 2000
2009 году издали уже его друзья после смерти самого поэта. Также известно, что Сергей Вильевич очень увлекался аквариумистикой, восточной музыкой и при жизни был таким веселым, компанейским, общительным, интересным человеком. Ваганьковское кладбище огромное. Мне сказали, что здесь более 50 гектаров территория. И, конечно же, найти какие-то могилы людей, о которых, возможно, хотелось бы рассказать, о людях, которые сделали что-то очень важное в истории татарского народа, очень сложно, не обратившись к родственникам этих людей. Поэтому я просто расскажу вам еще об одном человеке, который внес большую лепту в развитие Татарстана. Исмаев Каримулла Хуснулович был председателем Совета народных комиссаров Татарской АСР в 1928-1930 годах. Каримулла Хуснулович родился 24 июня 1898 года в деревне Старые Кармалы Богородской волости Тетюшского уезда Казанской губернии. Сейчас это Большие Кармалы Камско-Устинского района. Он окончил Тетюшское русско-татарское училище в 17 году, затем Московский энергетический институт в 1935 году. Он прошел путь от выпускника училища до, как бы сейчас сказали, руководителя высшего звена. Посмотрите, какие посты он занимал. Помощник председателя гарнизонного солдатского комитета, комендант города Тетюши, начальник уездной городской милиции в 17-18 годах, инструктор-организатор, агитатор Центральной мусульманской военной коллегии Тетюшского уезда, председатель Тетюшского уездного исполкома, кантисполкома в 21 году, заместитель председателя правления Татсоюза в 21-23 годах, заместитель председателя Центрсоюза Бухарской Народной Советской Республики, это 1923 год, заместитель управляющего Казанской областной конторой Госбанка 24-26 года и председатель Таткоопсовета в 26-28 годах и, наконец, председатель Совета народных комиссаров Татарской АСР. Каримулла Исмаев писал: «Я радовался успехам республики, как голодный ребенок булочки». Я думаю, что Каримулла Хуснулович сейчас был бы очень рад тому, как за 100 лет республика изменилась, как она похорошела, как хорошо живут в ней люди.